А такое положение дел уже напрягает. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Рахмон и Эрдоган встревожены развитием ситуации в Афганистане. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба таджикского лидера. В начале беседы глава Турции поздравил Рахмона и народ Таджикистана с государственным праздником 30-й годовщиной провозглашения независимости, отметив огромное достижение страны за эти годы. Основной темой беседы все же стал Афганистан. Последние события в стране описываются как тревожные тенденции развития ситуации. Проблемы, с которыми регион сталкивается сейчас, могут быть решены только при поддержке Пакистана. У Пакистана есть важная обязанность по установлению мира и стабильности в Афганистане, где происходит эскалация насилия. Это единственный способ развеять опасения, что растущая нестабильность в регионе может спровоцировать новую волну миграции. Президенты в ходе диалога подтвердили близость позиций Таджикистана и Турции по афганской проблематике. Как вы относитесь к тому, что Таджикистан, по сути, становится лидером в том, чтобы призывать весь мир к борьбе с ситуацией в Афганистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Рахмон и Эрдоган подчеркнули необходимость создания в стране инклюзивного правительства с участием представителей всех проживающих в ней этнических групп и указали на актуальность оказания гуманитарной помощи народу Афганистана. В конце диалога Эмомали Рахмон пригласил Эрдогана с визитом в Таджикистан. Как вы относитесь к тому, что Таджикистан будет перенаправлять в Афганистан гуманитарную помощь? Турецкие войска не будут участвовать в боевых операциях в Афганистане, пишет газета «Сабах», ссылаясь на источники в органах безопасности Турции. По информации издания, все, что будут делать турецкие военные, охранять аэропорт Кабула. Однако окончательного решения об участии в предстоящей миссии пока нет. Переговоры завершатся в августе, сообщает «Сабах». Также стало известно, что в Паншере сопротивлению оказали помощь, нанеся воздушный удар по талибам. Какая страна это сделала, выяснить пока не удалось, но многие думают, что это сделало именно правительство Таджикистана, чтобы помочь сопротивлению в борьбе с талибами. Как вы думаете, насколько это правда? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!